Всем привет! В эфире 4-й выпуск новостей колледжа Государственной муниципальной службы, и сегодня мы расскажем вам о главных событиях прошедшего декабря. 2018 год в Российской Федерации был объявлен годом добровольца. В связи с этим по всей стране проходило множество различных конкурсов, акций и селекторов, и наконец пришло время подвести итоги. Со 2 по 5 декабря в Москве состоялся Международный форум добровольцев. Участниками мероприятия стали более 15 тысяч человек со всей России и некоторых зарубежных стран. Разумеется, в их число вошли члены отряда «Доброволец» Удмуртского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Мы заняли 2-е место среди проведенного Инстаграм-конкурса на лучшее освещение и популяризацию культуры безопасности и спасательного дела среди регионов России в этом году. Ждем ваши поздравления в комментариях под видео и, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать все новости первыми. От награждения к награждению. 21 декабря в Государственном совете состоялась торжественная церемония традиционной премии признания Удмуртии. Директору нашего колледжа, Королюк Людмиле Викторовне, был вручен диплом за неоценимый вклад в развитие образования Удмуртской республики. Еще раз поздравляем Людмилу Викторовну с этим достижением. 23 декабря в филармонии прошел новогодний праздник для детей из регионального общественного движения «Хоспис Удмуртия». Вахрушев Дмитрий Николаевич, командир отряда доброволец ВСКС Удмуртии, совместно со своими подопечными активно принимал участие в организации праздника. Для детей и их родителей это была настоящая сказка. Спасибо вам за новогодние чудеса! В заботе и поддержке нуждаются не только люди, но и животные. Перед Новым годом мы запустили благотворительную акцию «Помощь приюту Кот и пес». И 28 декабря состоялась наша первая встреча с питомцами. Как же прекрасно, когда мы можем делать добро, когда в наших силах сделать маленькое чудо. Еще одна немаловажная новость для нашего колледжа. В декабре мы отлицензировали филиал в Республике Марий-Эл. Филиал находится в городе Йошкар-Ола по адресу улица 8 марта, дом 26. Новые кабинеты, современное оборудование, профессиональные преподаватели, удобная площадка для подготовки будущих специалистов. Ну а первые ознакомительные лекции с курсантами лично провел учредитель колледжа Королюк Эдуард Владимирович. Курсантам предоставится возможность прохождения практики в структурах Министерства внутренних дел, пожароспасательных частях города и на оборудованных тренировочных площадках. Кстати говоря, ребята уже принимали участие в мероприятиях от Главного управления МЧС по Республике Марий-Эл. К примеру, проводился флешмоб, затрагивающий вопросы безопасности на воде и пожарную безопасность в целом, а также практические занятия, на которых курсанты отрабатывали основные способы спасения человека, провалившегося под лед. Наградой за весь нелегкий труд стало празднование Дня спасателя в Главном управлении МЧС России по Республике Марий-Эл. А теперь к самому приятному. 27 декабря мы всем колледжам отмечали целых 3 праздника: День полиции, День спасателя и наступающий 2019 год. Празднество состоялось в ДК «Интеграл». По традиции мероприятие открывали курсанты выносом знамени. На праздничном концерте присутствовали высокопоставленные гости: Кобзев Александр Николаевич, генерал-майор, председатель Совета ветеранов Национальной гвардии Удмуртии, Никонов Николай Геннадьевич, полковник, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД Удмуртской республики, и Харина Наталья Владимировна, капитан и оперуполномоченный уголовного розыска. С поздравительной речью выступили перед гостями и курсантами директор колледжа Королюк Людмила Викторовна и командир отряда доброволец ВСКС Вахрушев Дмитрий Николаевич. Тогда были подведены итоги уходящего 2018 года. Состоялось награждение отличившихся курсантов, а завершилось все новогодним интерактивом и дискотекой. Благодарим организаторов и участников мероприятия за насыщенную концертную программу. С наступившим новым 2019 годом! Надеюсь, следующий год для нас будет успешным и плодотворным. Ну а мы ждем всех желающих на День открытых дверей 26 января в 12:00 по адресу поселка Октябрьский, 33А.
С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!